Коми утвердили перечень проектов программы «Народный бюджет» на следующий год. В списке 505 народных инициатив на общую сумму около 300 миллионов рублей, которые выделят из регионального бюджета. Какие из них реализуют в Ухте, знает Виктория Науменко. Один из самых востребованных в Ухте проектов народного бюджета – строительство вольеров для собак в приюте «Добрый город». Этого события здесь ждали как праздника. Единственная организация в городе, которая занимается отловом и содержанием бездомных животных, всегда остро нуждается в дополнительных вольерах. Вообще работа колоссальная. Девочки, конечно, делают очень много. Отлов у них идет гуманным способом, как положено, по закону. Приют работает ведь не только по отлову. У них параллельно идет своя благотворительная деятельность. Они также подбирают там сбитых, больных, щенков собирают. Силами благотворителей в Добром городе ежегодно строят несколько новых вольеров, но и количество собак растет. Сейчас на содержании Доброго города около 300 животных. Благодаря проекту народного бюджета, с которым выступил ухтинский предприниматель, приют получит сразу 20 дополнительных вольеров. Поголовье собак в приюте очень сильно возросло. И стал острый вопрос о размещении и содержании собак согласно федеральному закону 498, если мне память не изменяет. Там строгие требования к приютам. Поэтому вышел на конкурс «Народный бюджет» для строительства 20 вольеров. Один вольер исключает из городской среды 3 собаки. Всего в 2022 году до ноября в Ухте реализуют 14 народных проектов в различных сферах. Большинство из них коснутся пригородных населенных пунктов. Так, в клубе поселка Шудаяк отремонтируют хореографический класс, на спортивном комплексе «Шахтер» поселка Ярига обновят хоккейный корт, а в школе номер 22 в микрорайоне Озерный оборудуют спортивную базу. Родители выступили с просьбой создания спортивной базы на территории школы для того, чтобы в выходные дни и жители поселка Озерный могли, заходя в школу, воспользоваться спортивным инвентарем, это лыжи, палки для скандинавской ходьбы, и проводить таким образом свое свободное время в субботу и воскресенье. А в кинозале Воднинского дома культуры появится оборудование для граждан с ограниченными возможностями зрения и слуха. Такое оборудование для слабовидящих и плохо слышащих людей, которые позволяют им в ярких красках визуализировать у них в голове все, что происходит на сцене, в кино и в музее. Это такой аппарат и оборудование, как тифлокомментатор. Сразу 6 проектов коснутся благоустройства в отдаленных поселках и селах муниципалитета. Именно в этих случаях сравнительно небольшие средства проекта могут точечно решить давние проблемы местных жителей. В селе Кедвовом и деревне Паромец будет произведено благоустройство кладбища. Там они попросили, чтобы сделали ограждение кладбища. В Сидью пешеходная дорожка к школе. Замена окон в школе номер 9, это в Сидью тоже. Дворовая территория совхозная 5 там попала, там благоустройство этого двора, плюс контейнерная площадка. В поселке Борово будет обустройство детской площадки дополнительное. В этом году в Ухте уже реализовали 8 проектов народного бюджета, утвержденных в конце 2020-го. Новый список реализуют до ноября 2022-го. 70% средств на это выделит республика, 10% муниципалитет и 20% внесут сами инициативные граждане. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.